Согде еще до сих пор не определен ущерб от недавнего паводка, заявляют в КЧС Таджикистана. В Бишкеке состоялись очередные встречи групп по разделению границ Таджикистана и Кыргызстана. Минобороны Казахстана опровергла информацию об отправке военной техники в Россию. Макрон призвал Си Цзиньпиня повлиять на Путина и положить конец войне в Украине. По Израилю нанесен ракетный удар с территории Ливана. Ущерб от недавнего паводка в Джабарасуловском районе Сагдийской области до сих пор не определен. Об этом сообщил Управление комитета по чрезвычайным ситуациям Сагдийской области. Специальная комиссия, созданная для подсчета ущерба от стихийного бедствия, которое произошло 2 апреля, продолжает работу, отметил источник. На вопрос журналиста о том, что по некоторым данным уже известна сумма ущерба в этом районе, в управлении сказали, чтобы оценить все последствия стихийного бедствия, необходимо время. Этот процесс не может быть завершен за 2-3 дня. Паводки нанесли ущерб 25 жилым домам в 3 джамуатах района. Также пострадали несколько сооружений, в которых содержался скот, и 2 кладбища. От стихии пострадали также пахотные земли в джамуатах Гулакандос и Дихмой. Жилые дома были потоплены из-за повышения уровня воды в реках. 4 дома получили частичный ущерб. На стенах некоторых из них образовались трещины. У части стены были разрушены, сказали в управлении КЧС. Ущерб, нанесенный кладбищем, был устранен силами местных жителей, отметили в ведомстве. В результате проливных дождей в некоторых районах Сагдийской области были разрушены автомобильные дороги, здания и пахотные земли. В Бишкеке с 1 по 7 апреля состоялась встреча топографических рабочих групп Таджикистана и Кыргызской республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана. В соответствии с планом, графиком встреч на 2023 год и достигнутой по дипломатическим каналам договоренностью, в городе Бишкек в период с 1 по 7 апреля 2023 года состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Стороны продолжают обсуждение вопросов делимитации таджикско-кыргызской государственной границы на следующих встречах. Очередная встреча рабочих групп запланирована на территории Республики Таджикистан. Отмечается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Министерство обороны Казахстана отрицает информацию об отправке военной техники в Россию. Ведомство утверждает, что перевозка техники, запечатленная на распространившемся в сети видео, осуществляется в рамках плановых занятий по боевой подготовке. Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке, говорится в сообщении Минобороны Республики. Сообщение приводит сайт stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана. Ранее, 6 апреля, в сети появилось видео, снятое в Карагандинской области, на котором показана перевозка военной техники. Авторы видео утверждали, что технику поставляют в российский город Кемерово. В Минобороне напомнили, что с 27 августа 2022 года в республике введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Пекине, в четверг призвал китайского лидера Си Цзиньпиня воспользоваться своим влиянием на российского президента Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине. «Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров», сказал Макрон Си Цзиньпиню. В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее. По его словам, у Китая и Франции есть как возможности, так и ответственность защитить мир во всем мире. По словам Макрона, сложившийся кризис угрожает тем, что крупные мировые державы разделятся на враждующие блоки. В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ситуация в Украине не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования.
а Киев будет готов провести переговоры с Москвой по Крыму, если ВСУ выйдут на границу полуострова в ходе военных действий, сказал перед этим в интервью Financial Times заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига. Макрон прибыл в Пекин во вторник. В среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую он пригласил принять участие в переговорах с китайским руководством. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла Китай от поставки вооружений России. Она выразила надежду на то, что Китай не предоставит России никакого военного оборудования, ни прямо, ни косвенно. Поставки оружия агрессору станут нарушением норм международного права и серьезно повредят нашим отношениям, заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Пекине. Не менее 34 ракет выпущено из Южного Ливана по Западной и Верхней Галилее на севере Израиля, сообщает об этом Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщает, что система ПВО «Железный купол» перехватила 25 снарядов. По меньшей мере 5 ракет разорвались на территории Израиля, а местонахождение остальных 4 до сих пор неизвестно. От ударов ракет 2 человека получили легкие ранения. Эту атаку в Израиле называют крупнейшей со времен конфликта 2006 года. Тогда погибло около 1200 ливанцев и 165 израильтян. В Ливане сообщили, что в ответ на ракетные удары израильская артиллерия выпустила несколько снарядов со своих позиций на границе, сообщает Аль-Джазира. Армия Израиля Цахал нанесла удары по палестинскому сектору Газу. Об этом сообщается в телеграм-канале армейской пресс-службы. Вслед за сектором Газа армия Израиля нанесла удары по территории Ливана. Их целями стали объекты инфраструктуры движения Хамас на юге страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Твиттер. По информации CNN, напряженность в регионе резко возросла после того, как вечером 5 апреля израильская полиция дважды штурмовала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Израильские офицеры избивали людей, пришедших на вечернюю молитву, дубинками и прикладами, а затем арестовали сотни палестинцев. Израильская полиция заявила, что они вошли в мечеть после того, как сотни бунтовщиков попытались забаррикадироваться внутри.